Я адвокат, коллегии адвокатов города Астаны, являюсь доверенным лицом Абдурахмана Айбека. 12 февраля 2025 года следственными органами Департамента полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан за разжигание межнациональной розни. Значит, в ходе своей работы мы столкнулись с рядом существенных нарушений конституционных норм Уголовно-процессуального кодекса, в частности, следственными органами вообще Департамента полиции были выставлены ограничения на выезд за границу, хотя мой подзащитный Абдурахманов Айбек имеет статус свидетеля права на защиту. В отношении его не применимы данные меры. Вместе с тем, из-за ответа пограничной службы следует, что ограничение выставлено по инициативе отдела по противодействию экстремизму и терроризму, что явно является нарушением статьи 9 Уголовного процессуального кодекса. Далее, ни моему доверителю, ни его защитникам не вручено соответствующее постановление. Второе. Лишение права на защиту. Несмотря на многократное обращение в МВД, в Департамент полиции, многие из них остались без ответа. Полагаю, что нарушена требования статьи 29 Конституции Республики Казахстан, это право граждан на обращение и получение ответа из государственных органов. И статьи 100, 105, 106 УПК, это право участников процесса и их защитников на получение процессуальной информации. Затягивание расследования. Дело возбуждено в феврале месяце, прошло более полугода. Следствие неоднократно приостанавливалось в связи с проведением экспертиз. Мы, как защитники, не были уведомлены о назначении этих экспертиз, нам не предоставлены их объекты, вопросы и сроки их исполнения. В результате мы лишены права ставить вопросы экспертам и проверять их компетентность, что прямо противоречит статьям 277-288 УПК. Экспертиза номер 54, это как единственное обоснование, проведена в марте, с марта месяца, закончена в мае месяце. Однако полагаем, что здесь она проведена, выводы ее не обоснованы. При внимательном анализе видно, что авторство чужих спорных комментариев не установлено. Это их чужие комментарии под публикациями Айбека были размещены на YouTube-канале. В заключение прямо указано, что часть выражений носит оценочный характер, это Айбека. Отсутствует анализ субъективной стороны, то есть умысла Абдурахмана на возбуждение розни, и нет признаков призыва к насилию или дискриминации. Фактически экспертиза номер 54 подменила понятие историко-публицистической оценки, были интерпретированы как уничтожительные характеристики. Полагаю, что далее мы провели ряд независимых экспертиз. В частности, в целях проверки мы обратились к независимым экспертам. Это Кайыржанова Абай Кайыржанович, доктор филологических наук, профессор, эксперт Конституционного суда. Также Мустакимова Галина Васильевна, доцент филологии, судебный лингвист, имеет стаж работы 40 лет в этой сфере. Они пришли к единому выводу, что тексты Абдурахманова не содержат признаков разжигания межнациональной розни. В них отсутствует как объективная, так и субъективная сторона состава преступления. Высказывания относятся к категории мнений и историко-публицистических оценок, подпадающих по статье 20 Конституции Республики Казахстан «Свобода слова». Полагаем, что уголовное дело против Абдурахманова Айбека возбуждено на сомнительные противоречивые экспертизы без установления авторства, умысла и без наличия состава преступления. При этом мой доверитель, являясь свидетелем, подвергся незаконному ограничению в свободе передвижения, лишения права на защиту и получение процессуальной информации, затягивание следствия без уведомления защиты. Вот такие вкратце о нарушениях, допущенных следственными органами. Я полагаю, что оценку дадут соответствующие уполномоченные надзорные органы. И в целом сегодня под угрозой оказались гарантии не только моего доверителя, но и правовые гарантии граждан Республики Казахстан. У меня все. Спасибо.